Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья. Мин Рамил. А я Нафиса. Без икебез дә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты государственного ансамбля «Песни и танцы Республики Татарстан». В нашем коллективе работает более 100 человек. А вы хотите узнать их поближе? Тогда смотрите нашу рубрику «Творческая среда». «Ижади чәршәмбе». Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач «Творческая среда». Сегодня мы вас познакомим с исполняющим обязанности главного дирижера государственного ансамбля «Песни и танцы Республики Татарстан» и артистом оркестра Айратом Хайруллиным. Привет, Айрат! Привет, Нафиса! Здравствуйте, наш дорогой телезритель! Мы хотим узнать про твое детство. Как ты стал музыкантом? В нашей семье всегда звучала музыка. Мой дедушка всегда играл на тальянках. Мои братья играли на баянах и учились в музыкальной школе. И во мне проснулся такой интерес к музыке. Я начал с братом ходить в музыкальную школу. С 6 лет проверили мой музыкальный слух и рекомендовали учиться в музыкальной школе. Я родился в городе Нижекамск. В 90-е годы у нас были сложные времена, и родители хотели меня всегда чем-то занять. Отдавали новые кружки, я занимался шашками, профессионально занимался шахматами долгое время. Но музыка меня все-таки привлекла больше внимания тем, что я люблю музыку, я люблю общаться с музыкантами, я люблю творчество. И со 2 класса я уже участвовал во многих конкурсах в Нижекамске, и я был очень популярен среди музыкантов, как виртуозный музыкант. Я участвовал и приезжал сюда на конкурс Туишу, где тоже стал лауреатом. Участвовал в всероссийских конкурсах. Потом, после окончания музыкальной школы, меня без экзаменов взяли в музыкальное училище, где 4 года я поучился у преподавателя Гарвизяновой Софии Абдуловны. Также участвовал в конкурсах. У нас проводился такой конкурс имени Лимаева, первого нашего генерального директора Нижекамск-Нефтехим, где на конкурсе, став лауреатом, я получил большой приз денежный и мог позволить купить себе первый телефон. Потом помог поездке брата в Германию денежно. Тогда для меня так это было как-то непривычно. Я помогаю своему старшему брату. Для меня такая гордость была, что я могу. И вот как-то все это на меня так повлияло, что я начал дальше идти в развитие, участвовать в конкурсах, изучать новые программы.
поступив в Казанскую государственную консерваторию имени Жиганова, в первом же курсе я поехал на международный конкурс в Украину, город Киев. И там я стал дипломантом. Позже меня признали молодым дарованием в городе Москве. Отправили на обучение на 2 недели в Москву с лучшими музыкантами со всей России. Позже я участвовал в разных конкурсах в Казахстане, где тоже занимал места. Участвовал в телевизионном международном конкурсе «Татар Мыңы», где становился дважды лауреатом этого конкурса. В 2007 году меня позвали в государственный ансамбль песни и танца баянистом. И устроившись, мне очень понравился этот коллектив. Понравился тем, что он очень высококвалифицированный и профессиональный. Музыканты все очень хорошие, надежные люди. Легендарные личности, как Рашид Шакурович Мустафин, с ними работать одно удовольствие. Его талант настолько восхищает, его творчество, его умение играть. Это вот такие легендарные личности, с которыми всегда было интересно работать. Тогда я еще учился в Казанской государственной консерватории имени Жиганова на 3-м курсе. Меня один из музыкантов оркестра пригласил, сказал, что нужен в оркестр баянист, и предложил, почему бы тебе не попробовать прийти. И как-то случайным образом, хотя в нашей жизни случайности не случайны, я пришел. Меня встретил Айрат Ринатович и директор Юрий Леонидович. Мы пообщались, и вроде как бы меня сразу бы взяли. И пришел тогда Рашид Шакурович Мустафин, мой будущий наставник, и предложил поиграть на баяне. Я поиграл, и он сказал: добро пожаловать. И мы начали свою работу. Хочу сказать, что за 16 лет моей работы я написал более 70 инструментов для оркестра, обработок, аранжировок. Помимо этого я играю соло, но основное время я уделяю работе с оркестром и аранжировкам для оркестра. Когда ты начал писать оркестровки? Во время учебы или только в ансамбле? Это началось с музыкального училища. Я дополнительно получал образование как дирижера, а дирижерам всегда необходимо было писать, знать оркестровки. И этой работой не каждый любит заниматься. Это для меня как писать картину, занятие инструментовкой. Для меня это очень важно, это очень интересно, если человек знает, как это делать, как это писать. Дальше я продолжил обучение инструментовки в консерватории, также получал
дополнительное образование по дирижированию у профессора Валерия Ивановича Яковлева. А позже, после окончания, мне даже предлагали поступить в аспирантуру по дирижированию, но я все-таки выбрал пойти в аспирантуру по баяну. И тогда мой педагог Абзар Амарович Файзулин предложил мне в аспирантуре учиться у народного артиста РФ Российской Федерации, профессора Академии имени Гнесиных у Фридриха Робертовича Липса в Москве. И я с радостью принял это предложение и поехал на 2 года обучаться, то есть получать дополнительное образование. Айрат, нам очень интересно узнать про твою вторую профессию на телевидении. У меня родной брат, я как говорил, он закончил музыкальную школу, потом он учился тоже в музыкальном училище, закончил консерваторию, и после консерватории его позвали на ТНВ звукорежиссером. И ему нужен был помощник. И в 2011 году он пригласил меня к себе. То есть после ансамбля я ездил на ТНВ и участвовал в записях. Сначала были записи простые, потом все сложнее, сложнее. И в итоге даже первые самые такие сложные записи были в 2013 году. Я работал звукорежиссером на универсиаде. Даже получил диплом от Владимира Владимировича Путина. И у меня начало появляться больше проектов, таких как Таяну Нуктасы, Точка опоры, Башваткач, Сингаминан Салям, Татарвар. Звукорежиссер стал моей второй профессией, которая мне очень нравится. Также у меня есть еще хобби, которым я люблю заниматься в выходные. Я люблю заниматься реставрацией старой мебели. Тоже для меня очень интересно. Мое расписание у меня, да, очень сложный график. Я с утра до 2-3 я нахожусь в ансамбле. После ансамбля я на телевидении до 9 вечера, а после я сажусь за компьютер и начинаю писать музыку. И вот каждый день вот так пролетает. Но вот в свои выходные я стараюсь выезжать за город, на дачу, заниматься вот реставрацией мебели. Люблю также играть в шахматы. Люблю проводить время с друзьями, ездить на рыбалку. Обожаю летнюю рыбалку, прямо. А твой брат, так же как и ты, совмещает 2 работы? Нет, он является начальником звукорежиссеров на телевидении. Он отвечает за все. На инструменте уже не играет? Нет, он уже инструмент, баян уже не трогает, но он углубленно уже занимается звукорежиссурой. Я знаю, что ты еще начал сочинять музыку. Порой, да, мне заказывают мои родственники родственников, друзья, которые вот пишут стихи, или они делают заказы.
я стараюсь писать для них на эти стихи музыку и отправляю уже по адресу. Да, у меня очень насыщенный график. Я люблю свою работу, я люблю свою сферу деятельности и творческую. И даже иногда вот, моя жена говорит, ты вроде больше времени даже уделяешь своему оркестру и с ним больше проводишь времени на гастролях, на мероприятиях, нежели со мной. Ну, я очень люблю свою супругу, хоть мы и видимся только по вечерам и выходные. Но также люблю и свой дом номер 2 на Островского и всех, кто там работает в нашем коллективе. Айрат, спасибо тебе за интервью, что уделил нам время. Мы желаем тебе успевать, находить время и на свое хобби, и на свою любимую работу, и на семью. Желаем тебе всех благ. Спасибо большое, дорогой телезритель. Хочу тоже, пользуясь случаем, передать привет своим родителям, моей жене. Всех очень сильно люблю. До свидания. До свидания.